Сегодня во всем мире отмечают День кино. К этой дате мы подготовили репортаж об осетинском кинематографе, некогда прославившемся на весь Советский Союз. О том, как все начиналось и есть ли надежда на возрождение былой славы, в материале моей коллеги Аланы Тамаевой. 1965 год. Кинолюбители и энтузиасты во главе с Азанбеком Джанаевым снимают фильм «Осетинская легенда». Считается, что именно в этот момент в Осетии зародился кинематограф. Тогда картина имела большой успех. Через несколько лет в республике появилась Северо-Осетинская студия телевизионных фильмов. Уже на ее базе был снят следующий фильм, который вызвал не менее оживленный интерес. «Возвращение Коста» – один из первых художественных фильмов, созданных в Осетии. Сняли его в 1967 году. Фильм стал знаковым и получил высокую награду на Всесоюзном кинофестивале. Это, к слову, главный и самый престижный фестиваль, который проводился в Советском Союзе. Тогда, в 60-х годах, и зародился кинематограф в Осетии. В республике работали две киностудии – Северо-Кавказская студия кинохроники и студия по производству фильмов для центрального телевидения. Тогда съемки кино выглядели совершенно иначе. Съемочная группа состояла примерно из 25 человек. Вся аппаратура была очень массивная, для ее транспортировки нужны были грузовые машины. В экспедицию выезжала и передвижная электростанция. Снимали на пленку, она крайне чувствительна. К примеру, перед работой рулон пленки заряжали вслепую, в темном мешке, потому что солнечный свет ее портит. Поэтому всей многочисленной командой особенно ценились толковые ассистенты. На всех этапах очень велика была роль людей, которые работают с пленкой. Это в первую очередь. Вот. Во время обработки тоже, если температурный режим не выдержан, может быть, так сказать, пленка может погибнуть. Не говоря о том, что можно поцарапаться, потому что в эти растворы может попасть какая-нибудь ниточка или поцарапать, все, брак. Это переснимать надо, и все. Видео ведь как? Снял, уже как бы все готово, голова не болит. Ну, это и развращает, на мой взгляд. За год в Осетии, как правило, снималось 2 художественных фильма и порядка 18 документальных. Но во время перестройки кинопроизводство приостановилось. Северо-Кавказская студия кинохроники была законсервирована. В этом состоянии она и по сей день, несмотря на то, что Владимир Путин подписал указ о ее восстановлении. Правда, уже под другим названием – Северо-Кавказская киностудия художественных, документальных и анимационных фильмов. Специалисты утверждают, ее восстановление вдохнет жизнь в осетинский кинематограф, хотя о полном прекращении кинопроизводства в Осетии и речи нет. Оно у нас было, есть и будет еще больше развиваться. У нас проблемы с кино нету. И как был Владикавказ, кинематографическая столица Северного Кавказа, то есть лидер вот нашего регионального кавказского кино, он так и остался и есть. И еще уже дышит нам в спину, чему я несказанно рада, наша молодежь. И в основном они ориентированы на игровое кино. Кинопроизводство действительно не останавливается, а развивается и трансформируется. Современные режиссеры создают киноленты своими силами, ориентируясь на желания зрителя. Сегодня главное – создать коммерчески успешный проект. Именно он определяет дальнейшее существование рынка. Надо неизбежно поверить всем продюсерам, режиссерам, что кино – это все-таки в первую очередь бизнес. Вот как только мы поймем, что это бизнес, вот тогда у нас появится время делать что-то творческое. Должен ли режиссер воспитывать зрителя? Зрителя должно воспитывать общество. Воспитывать его с детского сада и вплоть до того момента, пока он примет свое решение, придет в кинотеатр и скажет: «Я иду вот на этот фильм». Отношение, подход у представителей осетинского кинематографа у каждого свой, но схожи они в одном – в искреннем желании развивать национальное кинопроизводство. Алана Тамаева, Казбек Улубиев, Хата Гапоев. Новости Осетии.